эфире специальный выпуск новостей. В студии Ксения Лосева. Здравствуйте. Глава Коми Владимир Уйба записал видеообращение к жителям республики. Полную его версию смотрите прямо сейчас. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Сегодня утром я вам уже рассказывал о том, как проходил правовой диктант. Ну и сегодня расскажу еще о нескольких мероприятиях, об одном мероприятии, которое проходило в течение дня, потому что оно очень важно и для каждого жителя, и вообще для всех, поскольку это связано с безопасностью людей и при проведении новогодних праздников, и при нахождении на льду и на ледовых переправах. Речь идет о заседании комиссии по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Итак, действительно, Новый год не за горами, и мы сегодня со всеми службами, которые отвечают за вашу безопасность, за нашу безопасность, уважаемые жители республики, провели такую тренировочную комиссию с тем, чтобы еще раз определить основные сложные направления. На это, безусловно, по линии МЧС это все, что связано с пожарами, по линии газовой службы и газораспределения Сыктывкара это все, что связано с эксплуатацией газовых приборов, и по линии ГИМСа это все, что связано с нахождением на льду и с ледовыми переправами. Плюс у нас еще понятно, что будет все-таки достаточно много мероприятий. При проведении мероприятий это тоже особые требования к противопожарной безопасности. Это будет торговля пиротехническими изделиями. Это всегда проблема. Это каждый год происходят чрезвычайные ситуации при неправильном хранении, реализации пиротехники и ее использовании. Поэтому эту тему еще раз сегодня обсудили. Опять же, наметили ответственных, кто за что, где отвечает. Еще раз обсудили по нашим социальным учреждениям, потому что там у нас находится и много пациентов лежачих, поэтому усилили на праздничные новогодние дни бригады дежурные, которые в случае необходимости могут оказать помощь лежачим именно пациентам. В учреждениях здравоохранения точно так же отработали еще раз сегодня все схемы и эвакуации, и ответственные дежурные. То есть, по сути, провели такую большую штабную тренировку в виде заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. И я сказал уже, отдельно коснулись ледовых переправ. Их у нас в республике более 100. И это тоже особая ответственность, особая безопасность, потому что производиться они должны, строиться ледовые переправы по всем канонам, сдаваться должны, то есть предъявляться перед тем, как их разрешение на их использование в МЧС, в ГИМС. Ну и, соответственно, эта вся работа тоже сейчас еще раз проговорили, как она ведется, где у нас кто впереди, кто отстает. То есть сегодня, в общем, такая была большое совещание, и оно очень важное. По эпид-обстановке у нас на сегодняшний день небольшое опять снижение. Вчера было 273 заболевших за сутки ковидом, сегодня 271. Небольшое, но нам сейчас нужно, по крайней мере, не расти, а все-таки хотя бы понемножку, но снижаться. По городам и муниципалитетам ничего не меняется. Сыктывкар, Ухта, Воркута, Усинск, Сосногорск – это основные нам, кто дает большее количество заболевших. По умершим у нас сегодня 10 человек умерло, и среди умерших один привитой, но это человек очень престарелого возраста и с очень тяжелым заболеванием легких. По сути, человек уже давно страдал заболеванием легких, ну и, конечно, в этом смысле ковид, вы знаете, что он осложняется пневмонией, и, конечно, в данном случае человека спасти не удалось. И немножко вернусь еще назад, среди заболевших 271 человек, 22 человека были привиты, но, опять же, доля
легких амбулаторного течения и стационарных. Из 22 человек привитых, 20 человек – это амбулаторные пациенты, у них в легкой форме протекает, и только 2 госпитализированы. Но опять же, я вам всегда говорю, что мы отслеживаем привитых, и, как правило, все-таки, вот у нас сегодня один привитой среди умерших есть, но, повторяю, это совсем другая история, все-таки с очень тяжелым хроническим заболеванием, которое, в общем, практически привело к летальному исходу. По коечному фонду мы опять немного сократили, потому что раз сокращаются занятые койки, а у нас сегодня 1238 коек занято, то, соответственно, вчера было 1292 койки, то есть мы снижаемся, то, соответственно, мы начинаем снижать и развернутые койки. На сегодняшний день развернуто 2096 коек, 20 коек мы сократили. Соответственно, в Усть-Илимской ЦРБ и в Интинской ЦРБ по 10 коек. По вакцинированным у нас на сегодняшний день закончили вакцинацию 340 359 человек, за что огромное спасибо всем, кто вакцинируется, потому что это коллективная безопасность, и люди просто себя защитили. При этом у нас очень большой объем вакцины для вакцинации тех, кто пожелает, более 126 тысяч доз. Поэтому, заканчивая свое выступление, еще раз призываю всех, конечно же, вакцинироваться, не откладывать это на завтра, на послезавтра, потому что, напоминаю, решением штаба мы продлили мораторий на недопуск на работу невакцинированных и не переболевших до 1 февраля. Вы это помните. Поэтому, конечно, нужно в этот период обязательно принять решение и вакцинироваться. На сегодняшний день вся информация. Всего вам самого доброго. Берегите друг друга, соблюдайте обязательно меры профилактики. До следующей встречи. Это был специальный выпуск новостей. Всего доброго и до встречи в эфире.